Необычный предмет в мясной продукции нашла жительница Якутска. Специфическая добавка больше напоминала крысиный зуб. Сейчас продукт отправлен на исследование в Роспотребнадзор. В этой неоднозначной ситуации разбирался наш корреспондент Рудольф Сахаров. Татьяна Гаева тщательно моет овощи. Этой ночью ее 15-летнему ребенку стало плохо. Виной тому некачественная колбаса, купленная в одном из мясных магазинов столицы. До сих пор женщина и ребенок находятся в состоянии шока. Татьяна утверждает, что в купленной колбасе ее ребенок обнаружил подозрительный объект, похожий на крысиный зуб. Специфическая добавка напрочь отбила у ребенка аппетит. Вчера сели за ужин, и я порезала колбасу. Сын взял бутерброд и начал кушать. Начал кушать, достает со рта вот такую вещь. Показывает мне: мама, это что такое? Я говорю: у тебя что, зуб выпал? Что такое? Посмотрим, там зуб, настоящий зуб, крысиный или там кошачий, я не знаю чей. Но это зуб был, это вообще... Уверена я была. На следующий день женщина с мужем отправились в администрацию магазина для того, чтобы выяснить, как в колбасе оказался инородный предмет. Однако все усилия Татьяны договориться с директором о моральной компенсации оказались безуспешны. Татьяна Гаева пошла в отделение Роспотребнадзора, где написала заявление и сдала колбасу вместе с непонятным предметом. Сейчас там исследуют его. Уже через неделю женщина должна получить ответ. И если в продукте питания действительно был найден зуб, то наша героиня будет добиваться наказания для администрации мясного магазина. Я даже не хочу это представлять. Вы представляете, что мы кушаем? Я буду подавать в суд. Я буду обязательно подавать в суд. Потому что я не хочу это дело так оставлять. Как и любая мама, Татьяна переживает за здоровье своего ребенка. Для того, чтобы выяснить ситуацию, мы отправились в мясной цех магазина. К гостям там относятся весьма недоброжелательно. Комментировать ситуацию начальник отдела продаж отказался. Тем не менее, пояснил нам, что предмет, найденный в колбасе, всего лишь кость. Рудольф Сахаров, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.